Обращения от жителей начали принимать еще с конца октября. В ходе прямой линии, которая длилась несколько часов, глава региона ответил на 27 вопросов из разных уголков Ингушетии. Прежде чем перейти к конкретным проблемам, руководитель республики подвел главные итоги уходящего года. У нас очень развито сейчас идет малый и средний бизнес, уровень его увеличивается. Каких-либо вопросов, которые препятствовали бы, пресекаются, а если до меня доходит, это жестко пресекается. Не можешь помочь, я всегда говорю, не вреди. Вот. И это относится и к чиновникам, и некоторым надзорным органам. А в основном наши жители республики абсолютно, ну, как сказать, наверное, среди всех хороших народов, один из лучших народов нашей страны. У нас очень хорошая молодежь, и это видно у нас по университету, по академии, IT-академии, где обучаются, и вот у нас следующую весну, наверное, будет уже до 200 выпускников, и каждый год это будет происходить. Мы все-таки продвигаем эту ситуацию. В этой части я открыто говорю чиновникам, старайтесь более внимательно относиться к нашим жителям. Это очень важно. И не важно, что они в сердцах говорят то, что вам не нравится. И мне в лицо говорят то, что мне не нравится. Понимаете? У меня первая задача была добиться доверия наших жителей. Чтобы они доверяли нам. Если не будет доверия жителей, ничего мы не сделали бы. И вот потихонечку начали разъяснять, пояснять, что вот знаете, вот это мы делаем не потому, что нужно главе или там министру или председателю вот, правительству властей, а это нужно для республики. И люди стали понимать и делать этого. Поэтому, по большому счету, сегодня и строительство, и сельское хозяйство, я очень благодарен министру сельского хозяйства, которое у нас лежало, так скажем, как говорят, на боку. Просто почему я говорю, ну, 12-14 центнеров с гектара земли зерновых. Сегодня у нас 35-32 даже ячменя. Это очень легкий такой продукт зерновой, но по России 24,4, а у нас 32. А зерновых 45-50. И за 200 тысяч тонн, когда было в 19-м, 18-м, я статистику смотрел, там 30-40 тысяч тонн, а сегодня у нас более 200 тысяч тонн. Психоневрологический диспансер наш. Вот 11 лет назад вот бросили его, так и он и стоял. И сколько нам пришлось вкладываться, договариваться. И мы его ввели в строй. 150 детей, ну, по статистике, они находились за пределами нашей республики, в 15-17 регионах, специализированных учреждениях. Мы платили еще более 150 миллионов на их содержание за пределы. Вот кто это сделал, как это происходило. Поэтому большие усилия приложили. У нас сейчас великолепный психоневрологический диспансер. Детей мы вернули. Все это благодаря тем усилиям, которые правительство, министры, тоже чиновники, вот, они все-таки пошли на это и это все сделали. Я не любитель писать объявления и бегущую строку, потому что вот мы делаем, люди видят сами и увидят сами. Одна из тем, приковывающих особое внимание россиян с 24 февраля 2022 года – специальная военная операция. Махмуд Алимак Шарипович рассказал, как выстроена система поддержки участников СВО. Отметил, что ни одна просьба с фронта не остается без внимания. Это, можно сказать, самый тяжелый для меня вопрос, потому что что бы мы ни делали, к сожалению, есть погибшие. Что бы ни делали. Поэтому, когда возникал такой вопрос, мне задавали его, почему там, информационно не преподносите эту ситуацию, еще что-то. Я скажу, и вот Евлоев, первый вице-премьер, занимается этим, и другие, и все в целом правительство, и главы районов, городов сами организуют, и военком наш всегда взаимодействие, и фонд
защитник Отечества, Аздоев Муслим. То есть все мы там вкупе работаем. Организована она настолько, что у нас все, что нас просили, и мы узнавали, что необходимость есть, мы туда поставили. Я как-то выразился, что давайте на весы положим погибшего нашего парня, да любого бойца, и положим вот эти тонны, сотни, тысячи тонн. Перевесить все равно, жизнь-то, она Всевышним дана была, и парень у нас. И поэтому я вот внутренне не могу говорить там вот всякие подробности. Но я вам скажу, что многие помогают нам, и наши бизнес, люди, которые в действительности выходцы отсюда, да и не только. Да и сами главы районов, городов, каждый министр в этом участвует. И поэтому в этой части на сегодняшний день я вам скажу, что даже высокотехнологическое оборудование, которое необходимо, вплоть до беспилотников, очень серьезно, которые там на 10 тысяч поднимаются, мы их закупали, отправляли и будем отправлять и сейчас. И у нас есть контакты с нашими 503-м полком, потом у нас есть наши выходцы, имеется в виду жители, выходцы с республики нашей, но они уже командиры большие, вот, вы знаете, герои уже, и вот они нам подают, ну, так скажем, потребность. Когда началось, я ездил в Бердянск, мы возили туда, вот, я встречался с нашими земляками там, и наши ребята, и других регионов, они жизнь кладут, чтобы вот эта зараза не перекинулась, вот эта фашистская, бандеровская зараза не перекинулась, человека ненавистящая такая политическая у них линия, да, они ненавидят никого, вот, кроме себя, за самостину. Ну и удобство после поражения в 1945 году и другие обиды. Европа, как всегда, она сконсолидировалась на зло. Вот, они консолидируются не на добро. Как было, вот, они, когда вот добро, они нас терпят, потому что мы независимые, мы достаточные. Да, у нас не такой уклад, да, вот мы, но ценности те, которые у нас есть, то есть, когда было, ну, сейчас вот старики, да и сегодня сидящие здесь, знают, свобода вероисповедания, когда такое было. Мяджигыждевый, Задевый, Вождародевый, Хажул Ухвей, да, сколько мы организовываем, прям, можно сказать, со двора улетаем, опять сюда прилетаем. Когда это было возможно? Это очень серьезная вещь. Но это им не нравится. Чуть-чуть они подумали, что мы ослабели, они сразу сконсолидировались и решили, что они могут. Не смогут. Не смогут. Как говорил один великий человек, Русь становится на одно колено, чтобы поцеловать знамя. Но никогда на два колена. Поэтому наша страна сильная, президент у нас сильный и ничего не сделает. Но мы должны понимать, каждый ответственен за каждого мальчишку, который там находится сегодня. Это большая ответственность. Поэтому система налажена, взаимодействие у нас есть, правительство, и вот первый вице-премьер, конкретно там есть у нас и с Южным федеральным округом военным, с Министерством обороны, и с нашими, естественно, героями, ребятами с нашей Ингушетии. Тоже у нас прямые связи, мы выполняем то, что нам нужно. И каждому, вот в случае, пользуясь, у нас и ребята, которые и благотворительные фонды, и другие, и просто, и наши женские организации, то, что они посылку посылают там, или неважно что, газель или фуру какую-нибудь там, 20-тонник. Главное, чтобы было внимание. И вот это внимание правительство это системно делает. Пользуясь случаем, хотел бы сказать каждому жителю республики, Сахалчин, Баркалхалчон, Далрияз Халчон, потому что в тех условиях, в которых они находятся, мы не должны ничего жалеть.
любая помощь нам, она будет радостна, тем более она когда с дома приходит. Поэтому система налажена, будет и дальше будем продолжать поддерживать нашего президента и нашу армию. И не пафосно, не банально скажу вам, все равно не поляки 612 год, не французы 812, да еще, начиная с Александра Невского, Русь не по зубам им. Победа будет за нами. Актуальные вопросы по низкому напряжению в электросетях. На показатели до 150 вольт жалуются жители Сурхаки, Карабулака. Проблема влияет на бытовые условия жителей и даже угрожает их безопасности. Мы неоднократно, говорит, обращались в администрацию местную Сурхахи, в МРСК Северного Кавказа, другие инстанции, но получали лишь формальные ответы без реальных действий. С первых дней, как я приступил к работе, у нас это беда. Беда реальная. И действительно вопрос очень актуальный. И поэтому эти вопросы, они мне и при встречах с жителями говорят, и пишут, и болезненная тема. Фактически то, что миллиарды выделяли, их в прямом понимании разворовывали. Страшное дело, что у нас более 77%, насколько я помню, у нас сети, они необходимость есть заменять их. Но сегодня задолженность по электросетям у нас 9 миллиардов. Точно мы знаем, что в 2026 году с января месяца мы все сети передаем МРСК. То есть они будут их и ремонтировать, и менять. Ну и вторая ситуация. Цунжа, Сурхаки, Кантышева. Слушайте, ну вот у меня есть данные о майнинге сколько? Более 80 миллионов. И я не думаю, что жители не знают этого. И поэтому 4 уголовных дела возбуждены, я знаю. Сейчас 5-е возбуждается, может, на этой неделе. И будут к ответственности привлекать. И напряжение падает там до 40 вольт. Я не в оправдании. Я знаю, что у нас сети. И мы будем делать их, и будем способствовать МРСК приводить их в порядок. Я говорю, вот мы передаем их. Согласованно, и у нас будут заниматься этим. Вот у нас есть министр ЖКХ, он взаимодействовать с ними будет. Но с другой стороны, что Плиева, что Кантышева, что Сурхахи, вот там оттуда много было жалоб. Я говорю, лично правительство занимается этим вопросом. Мы взаимодействуем постоянно с Рюминым, это Россети России, с МРСК Пятигорский у нас. Мы напрямую, вот Владимир Владимирович, председатель правительства Сластенин, напрямую этим занимается. Но это мы все делаем. Но давайте-ка на себя посмотрим. Мы наладим напряжение, наладим снабжение. Я вам скажу, с каждым днем будет ужесточаться требования по оплате электроэнергии. И никто не спасется. И самое главное, вот это все долги, год не платишь, 5 лет не платишь, это будет суммироваться и будут взыскиваться через суд или вплоть до возбуждения уголовного дела. Это тоже нужно сказать. Так просто нельзя пользоваться. Газ – то же самое. Если не будем в юридической плоскости жить, стараться в правовом поле, так и будем жить без воды достаточной, без напряжения достаточного и все остальное. И воды не будет. Государство очень занято многими вещами. Развитие. Мы же не останавливаем, развиваемся, строим школы, дороги, да? И так в целом страна. И президент в этом плане у нас направлен на созидание. При том, что у нас идет СВО, он не останавливает социальные проекты, он не останавливает того и другого. Пусть уже поменьше, но все-таки. Чем мы можем помочь ему? Слушайте, давайте честно, положено государству отдать
Отдайте за воду, за свет, за газ. Вопросы насчет благоустройства территории поступали со всех населенных пунктов. Махмуд Али Калиматов сразу дает поручение главам муниципалитетов. Среди подобных вопросов состояние стадиона в Карабулаке, резиновое покрытие которого пришло в негодность. Его разрушение делает невозможным безопасное проведение досуга и занятий спортом, особенно для детей. Вот это стадион муниципальный. Вот мэр города. Он обязан заложить деньги на те или иные объекты свои, и поэтому... Они уже обращались, мы уже заложили их на следующий То есть я что хочу сказать уважаемому заявителю? Он прав, тем более, если стадион, это же здоровье для детей. Я им благодарен, что он такие вопросы поднимает они. Это же дети. Им где-то футбол погонять, побегать просто. Поэтому упущение, вот мэр города, вот берите, пожалуйста, и займитесь стадионом. Вот, мы поэтапно их Потому ремонтируем. почему я говорю, есть полномочия региональные, федеральные и есть муниципальные. Это муниципальные обязательства. Будьте добры. Центральный стадион мы отремонтировали в этом году, в следующем году. Не надо, вот берите, я сказал вам, берите, вот вам фамилию назвали, Куштов. Вот встречайтесь с ним и решайте вопрос. Часто поступали дорожно-транспортные вопросы. Жителей смущает большое количество искусственных неровностей на дорогах, отсутствие пешеходных переходов рядом с социально значимыми объектами и недостаточность рейсов общественного транспорта. Дорога Малгобек-Назрань, 70 лежачих полицейских на 50 километров, бордюры не соответствуют требованиям. Региональная дорога. Хамаканов, будь добр. Вот, давайте министру. Он сказал, он сделает. Выезжай по нормативу. Только возьми главу района, главу сельского поселения, возьмите старосту, разберитесь с этим. И не откладывая. И вот кто заявляет это? Так, Тимур Гадаборшев. Пригласите его тоже туда. Только сперва проанализируйте, заснимите это на камеру. Кто это вот сделал? 70, я, честно говоря, вообще ужас какой-то. И потом, они должны еще быть, правильно там, наверное, говорит, они вот бывают пологие такие, там не разгонишься. А тут они как рельсы понаставили, наверное, я не знаю. Но там много. Разберутся. Давайте послушаем обращение Азы Саговой. Ее волнует проблема общественного транспорта. Седик Хольшин. Я Сагова Аза, проживаю в городе Назрань. Вопрос общественного транспорта. Для нашего населения он является наболевшим и острым. Хотелось бы попросить добавить маршруты внутри города Назрань, внутри города Магаса. При перемещении, допустим, в больницу, другие, допустим, места, да, для пенсионеров, для людей, у которых нет личного транспорта, бывают ситуации, что невозможно добраться, что невозможно, значит, поехать именно в эту точку, не сделав несколько пересадок. Опять же, сделать несколько пересадок является очень проблемно. Почему? Потому что в большинстве случаев ездят маршрутные такси, частники. Нет государственного транспорта и графика. А также хотелось бы попросить продлить время работы общественного транспорта. Сколько транспорта нужно нам, чтобы обеспечить потребность всей республики? Сколько? Минимум 200 единиц. Еще плюс. Еще 100. А как отрегулировать частный извоз? Маршруты-то им дают же. Ну, там вопрос тоже тяжелый. Эти маршруты, они распроданы на 5, на 10 лет, заключены договора. Но если не выполняют или катаются, куда им там хочется, или кому-то выгодно. Махмуд Али Макшевич, на сегодняшний день у нас нет возможности выпустить на эти маршруты свои автобусы. Как только у нас появится такая возможность, то мы наладим этот вопрос. Все равно имеющимися возможностями, значит, вот город Назрань это, вот, и надо узнать конкретно, куда что. Ну, уже сегодня анализируйте, куда
прям архиважно, чтобы туда пошел автобус. Уже, хоть один будет, хоть 5 будет. В первую очередь, вот то, что вот женщина говорит нам, вот туда определите эти. Дифференцированно надо подходить ко всем вопросам-то. Вы же вот просто, ну и все-таки проанализируйте. Надо точный маршрут, созвонитесь, дайте, пожалуйста, министру, и конкретно она вам на удивление много чего скажет. Махмуд Алимак Шарипович, также общественный транспорт волнует и жительницу села Куртат Зарему Яндиеву. Она интересуется, когда разрешится проблема с рейсом Назрань-Дачная-Куртат, который должен курсировать по маршруту в 12 часов дня. Автобус регулярно опаздывает, либо вовсе не приезжает. Люди рассчитывают на этот рейс. Студентам нужно на учебу, ну а взрослым, соответственно, на работу. Пожалуйста, проконтролируйте этот вопрос. Очень многие обращались вот с этим маршрутом. Проблема. Сколько у нас там транспорта? 6? Пригородный Вопрос. район. Мы занимались именно вот этим вопросом. Туда выезжал курирующий зам, начальник АТП. Вчера сняли этого водителя, мы так и не смогли перевоспитать этого человека. Встретились вот с То этим есть от человеком. водителя зависит? Да, водитель срывал рейсы. Да. Вчера поменяли водителя, встретились вот с этой женщиной, с Заремой, переговорили, все наладили. Теперь автобус там будет ездить вовремя. Среди острых, конечно, вопросы касательно заработной платы, в том числе педагогических ставок. Глава региона отвечает на них в диалоге с представителями соответствующих ведомств. Мы дотационная республика, это очень важно сказать, потому что мы не можем повышать заработную плату. Потому что на сегодняшний день 70% нам дотации дают. Вот когда у нас будет дотация 35 нам будут давать, а у нас будет 70, под 70 своих доходов, тогда мы можем уже увеличивать и штатные единицы, мы можем и увеличивать оплату труда. Государство не может, если мы не оплачиваем те необходимые платы по закону, которые мы обязаны, и пока мы не сбалансируем свой бюджет на таком уровне, у нас так и будет. Да, это определяет, да, бюджетный кодекс Российской Федерации определяет. И поэтому тут ничего такого не сделаешь. По теме здравоохранения поднимались вопросы касаемо трудностей оформления инвалидности, которая необходима для получения льгот, бесплатных лекарств и технических средств. Амир Лалахоев отработал на государственной службе 39 лет. Ноги и руки мужчины не работают. Жалуется, что Министерство труда отказывает ему в законном перерасчете пенсии, поэтому он просит помочь главу региона. Я очень полагаюсь на министра Албакову, да, на Абдулмаджида Назару. И она действительно очень серьезно занимается сейчас медициной, и она очень сердобольный человек сама по себе, и министр, который, я полагаю, я очень надеюсь на нее, что она все-таки вот систему выстроит, и у нас будет все правильно это. Пожалуйста. Махмуд Шарипович, на дому проведен осмотр, подготовлены документы на МСЭ и направлены. Это когда вы? До 1 неделю назад они обратились, был осмотрен на дому, все необходимые анализы, диагностические исследования проведены и документы направлены на МСЭ. Я очень полагаю, что вы правду мне говорите. А я верю вам. Хорошо? Вчера мы выясняли. Спасибо, нет проблем. Вот вы ответьте, пожалуйста, данные берите вот отсюда и, пожалуйста, ответьте. Вторая ситуация. Значит, по лекарствам все особенно. Я же особенно говорил. Вы знаете, мы очень серьезно к этому относимся, и у нас постоянно ситуация возникает, и Зара Абдулмаджидовна, она СВОшная у нас, ну много у нас там вопросов, на каждого паспорт, там все у нее правильно. Мы поликлиники, где закреплены работники, то есть наши ребята, которые пришли там с увечьями или что-то еще, и больные. Отношение сейчас министерство изменилось. Я очень благодарен, искренне говорю, открыто. Но в любом случае сразу исправить вот эту ситуацию невозможно. Невозможно. Она слишком запущена. А в части, говорит, инвалидности надо навести порядок. Почему инвалидность? Это в чем вопрос-то? Разберитесь, направляйте в прокуратуру, пусть проверяет, почему там, какая там очередь.
Почему они вовремя не дают? А Минтруду в части, что там? Ему не отказано в назначении доплаты как госслужащему в соответствии с законом номер 2 РЗ о социальных гарантиях. Но вопрос идет о перерасчете пенсий. Значит, в этом году, в мае месяце, были внесены изменения в закон, по которому более льготный, значит, механизм назначения пенсий. А перерасчет, у него идет речь о перерасчете. Сохранен перерасчет по старому режиму, то есть при увеличении должностного оклада. То есть нарушение его нету. требований, Нету. нарушения прав его нету. Нету. Он просто... Значит, вот Минтруд, кто там исполняет, кто он тебя? Вот пусть он с ним встретится. Вот как ты мне... Я понимаю, о чем ты говоришь. Но надо человеком увидеться и сказать, он же больной человек, да, прийти и сказать, слушай, вот начисление вот этого перерасчета, значит, это все по нормативам старого, то есть они не изменились. В части перерасчета там вот это. Ну объясните человеку-то. От социально-экономического развития республики, создания новых рабочих мест и поддержки бизнеса до вопросов благоустройства, ЖКХ и образования. Принято в обработку более 300 обращений жителей. К концу диалога Махмуд Али Калиматов подводит итоги. Все, что делает я лично, каждый здесь сидящий в правительстве, да и вы, ведущие телевидение само, каждый у нас работает и делает на благо республики. И у меня нет сомнений. Я от души искренне уважаю и большим уважением отношусь к жителям нашей республики. В целом и жителям России. Сегодня я хотел бы сказать, самое главное – доверие людей до конца вернуть нам. Вот. И это мероприятие тоже, которое вы проводите со мной вместе, это тоже часть того, чтобы доверие вернули. Я ничего не скажу то, что я не сделаю. У нас все мероприятия, которые направлены на то, чтобы жители нам поверили, сделали. Мы многое сделали, предстоит еще много. Но без помощи наших жителей мало что может делать глава, правительство. Нужна поддержка. Я это чувствую. Прямая линия завершилась, но работа по решению озвученных проблем, как подчеркнул глава республики, выходит на новый виток. Открытость, диалог и конкретные дела. Вот формула, которая, по мнению Махмуда Али Калиматова, должна привести к качественным изменениям в жизни каждого жителя Ингушетии. Хадиджа Ивлоева, Муслим Ганиев, Магаз 24.